Якутская пассажирская автотранспортная компания идет в ногу со временем, внедряя в свои автобусы все больше и больше всевозможных технических новинок, включая навигационные системы и платежные терминалы. Это позволяет пассажирам просматривать онлайн прибытие автобуса на ту или иную остановку и расплачиваться за проезд любым удобным способом. То время, когда горожанам приходилось стоять на остановке и мерзнуть, уже позади. Сейчас достаточно загрузить на телефон приложение, чтобы отследить автобус и подойти на остановку к нужному времени. Уже сейчас в Якутске на некоторых остановках размещены цифровые информационные табло. Специально для удобства пассажиров создано приложение «Умный транспорт», где в режиме реального времени можно выбрать нужный маршрут, остановку и посмотреть время прибытия автобуса. Установить приложение можно на любой смартфон абсолютно бесплатно. Таким образом, пассажиры могут рассчитать свое время и успеть на свой автобус. В целом предприятие постоянно идет в ногу со временем. Это и навигация, которая сегодня позволяет в онлайн-режиме, то есть видеть нашим горожанам, где находится автобус, через сколько он прибудет на остановку. Также система оплаты. То есть мы первые на Дальнем Востоке реализовываем совместный проект с Алмаз-Эргэнбанком по оплате всевозможных устройств в автобусе. Это вот с прошлого года меняется оборудование по приему оплаты за проезд. Перейти в полном объеме будет возможность принимать со всех мобильных устройств оплату, которые поддерживают NFC-технологии, с Visa, с MasterCard, с карты МИР, с QR-кодов. Ну и самое будет удобное для наших горожан, я так думаю, это будет серверная карта, которую можно будет в онлайн режиме скачать и привязать к телефону с помощью Apple Pay или Samsung Pay, либо купить ее на пластике и пополнять удаленно. То есть не надо будет уже не ходить ни в какие-то пункты, в киоски, что-то приобретать. Можно будет скачать приложение, оно уже сейчас есть, транспорт, и спокойно, то есть пополнять и перейти по сниженной стоимости в автобусе. Поэтому тут одно из наших достижений, которым мы гордимся совместно, то есть с нашим партнером банком. То есть на Дальнем Востоке таких аналогов нету. Даже сегодня в нашей столице города Москва тоже невозможно оплатить со всех карт и с мобильных устройств. Сегодня организация перевозок в городском округе налажена таким образом, что муниципальное предприятие охватывает основные маршруты – город, пригород и дачные маршруты. Частные автобусы обслуживают только городские маршруты. Всего их 28. Общая протяженность – 525 километров. Все автобусы переведены на газ, что помогает значительно экономить на топливе. Полным ходом идет переоснащение автобусного парка. Большим плюсом автотранспортной компании Якутска является наличие собственной базы и учебного центра. Если автобус получил поломку, долго простаивать на ремонте ему не придется. Водитель загоняет автобус в ремонтный цех, пишет заявку и ждет. Ранее ремонт ложился на плечи водителя. Георгий Мартан, водитель автобуса, 23 года. Работаю я папе, как сказать, уже по поколению уже мы стали сами старые здесь. Сейчас, конечно, техника и поновее стал, и лучше стал обслуживание. Лучше стал раньше, как эта площадка. Мы сами старались, сделали по ночам, днем, после смены. А сейчас, слава богу, такого нету. Пожалуйста, машины все готовы. Если что-то пиши, делает в высшем уровне. А водитель уверенно сидит и поехал. Разница очень большая. Валидатор – аппарат по приему электронных платежей. По сути, это тот же кондуктор, только электронный. Его внедрение способствует удержанию цен за проезд. Установка валидатора в городские автобусы – это совместный проект Алмаз-Эргэнбанка, компаний «Япак» и «Союз Авто». Так, мы сейчас в автобусе ЛЯЗ. Так, на данный момент сейчас я вам показываю платежной терминал нового поколения. Это, кратко говоря, валидатор, а так полное название Т2 МПС. Чтобы не терять время, пассажир может сам просто подойти, приложить карту сюда и все. При этом терминал сам озвучивает то, что проезд оплачен. Если проезд оплачен, он сказал, значит проезд оплачен. Если оплата не прошла, то при этом он задает такой
каверзный звук такой, гудок, можно так сказать. Это является заменой автобусных билетов, и его можно предъявить в качестве командировочных билетов. Только совместная работа всех перевозчиков города позволяет мониторить пассажирские перевозки и создавать новые маршруты для увеличения пассажиропотока и отвечать на потребности горожан. Сегодня в среднем у нас в день только по городу перевозится порядка 130 тысяч человек. То есть, где-то бывает чуть больше, чуть меньше. Выходит 400, в будние дни 452 автобуса на линию и 30 автобусов на пригород. То есть в процентном эквиваленте, если сравнить даже город Хабаровск, который в 2 раза больше, чем город Якутск, у них выходит на линию всего лишь 450 автобусов и где-то порядка там около 80 трамваев, троллейбусов. То есть на долю населения у нас гораздо выше процент транспорта. И самое главное, что нам сегодня удается сохранить интервалы движения от 5 до 8 минут, что я думаю, что наши горожане достаточно хорошо ценят, что зимой это ждать автобус дольше просто невозможно. И такой самое, я думаю, будет ощутимое для города, то, что сейчас вот тоже разрабатывается совместная программа именно по городскому транспорту. Будут автобусы малого класса, которые сегодня вот используются в течение 7 лет, заменены полностью на автобусы среднего класса. То есть здесь позволит сохранить тот же интервал движения и за счет большей вместимости автобусов убрать те вот проблемы, которые иногда существуют в час пик, то есть переполненный автобус, то есть проблема эта решится. Мало того, то есть и какая-то часть автобусов вот сейчас тоже решается, порядка там, наверное, 10-20% будет оборудовано и специальными устройствами, которые позволят перевозить людей с ограниченными возможностями. То есть это все в работе, я думаю, все это решится. Тут хорошее подспорье, то, что у нас сегодня и производители автобусов, то есть понимают эти задачи, которые стоят перед транспортными предприятиями, и делают технику такую, которая достаточно надежна. И самое главное, чтобы использовать природный газ, то есть метан и пропан, за счет чего сегодня мы и получается все-таки удержать тарифы на таком низком уровне, который у нас сегодня есть. То есть на Дальнем Востоке, ну и не только, и в центральной части России, за 16 рублей сегодня никто в автобусах не передвигается. То есть знаете, сколько стоит у нас и в Москве, и в том же Хабаровске, и на Камчатке, то есть значительно выше, то есть тарифы. То есть эту дифференциацию тарифов мы сохраним. То есть, к сожалению, она все равно будет немножко меняться, но и значительно. То есть и по бюджету наших горожан оно сильно, конечно, не ударит. Поэтому будем применять только все новейшие технологии, что касается от автобусов, системы оплаты и всего прочего, чтобы только повысить качество обслуживания наших пассажиров. Удаленный контроль обеспечивает доступность и безопасность пассажироперевозок. Работает диспетчерская служба 42 48 14. А на сайте edsbus.ru можно узнать самую свежую и актуальную информацию, скачать приложение на смартфон или воспользоваться обратной связью с главным перевозчиком города. Центральная диспетчерская служба находится в самом центре города. Сюда стекается самая свежая и актуальная информация того, что происходит в автобусах. Также жалобы пассажиров. В это место поступают жалобы на перевозчиков от горожан и встречные претензии на нерадивых пассажиров, которые нарушают правила проезда. Лишь за одну неделю в центральную диспетчерскую службу водители передают в среднем по 50 изъятых проездных. Социальные карты, они именные, а на школьной карте на ней нет фамилии, имени, отчества, но они выдаются детям в школе через Алмаз-Эргенбанк. То есть по спискам определенным с 1 по 4 класс. У каждой карты есть соответствующий номер, его можно проверить через Алмаз-Эргенбанк, какой школе принадлежность, какой класс, фамилия, имя. Все можно найти по карте. Сейчас поступило распоряжение Алмаз-Эргенбанка все изъятые карты сдавать им по актам описи. А они, соответственно, ведут уже беседы, вызывают людей
Ну и дальше у них свои процедуры по этим картам. Учащиеся начальных классов, у которых есть проездной билет, к проездному билету не должен быть ученический билет, либо справка какая-то, ну, хотя бы какой-то там дневник, чтобы подтвердить право на льготу. Также у нас есть временные социальные карты, которые еще не получили постоянную с фотографией. Они тоже обязаны предъявить удостоверение пенсионное, либо какое-то другое, там, которое им дает право на льготу. То есть, чтобы не было каких спорных моментов. Принимаются устные жалобы, они обрабатываются. Нами же, например, если надо будет найти по времени точный автобус, мы можем найти. Отправляем информацию сначала директору маршрута. Они должны это принять в учет, разобраться, отзвониться уже нам, отзвониться этому пассажиру, потому что мы всегда берем телефонный номер пассажира, и потом перепроверяем сами. То есть мы со своей стороны тоже перезваниваем этому пассажиру, спрашиваем, вам отзвонились, вы разобрались, претензии еще есть. Диспетчера обрабатывают большой объем работы – от контроля соблюдения временных отрезков, по которым двигаются автобусы, до приема обращений от горожан, будь то забытая вещь или не вовремя приехавший автобус, а то и вовсе проехавший мимо остановки. Многие даже не догадываются, что в Якутске самый дешевый проезд в России, и автобусов у нас в 2 раза больше. Ежедневно на улицы города с официальным населением в 300 тысяч жителей выходит около 450 автобусов и более 30 на пригород. Если сравнивать с Хабаровском, где население ровно в 2 раза больше, то там выходит всего 520 единиц. Бухфинсервис – это надежный бухгалтерский аутсорсинг. Занимайтесь бизнесом, а рутину оставьте нам. Бухфинсервис. 8 800 250 31 и 8 800 250 63. Звонок бесплатный. С 27 февраля по 1 марта в спорткомплексе 50 лет Победы пройдет 15-я межрегиональная выставка «Стройиндустрия Севера. Энергетика. Жилищно-коммунальное хозяйство», на которой будут представлены новые строительные технологии, энерго- и ресурсосбережения, спецтехника, оборудование и материалы. 1 300 000. 3 миллиона. Еще плюс пара миллионов. Только за последний месяц я выполнил госзаказы на эти суммы. Как я это сделал? Я просто обратился в Саха Тендерплан. Ребята молодцы, знают свою работу. Саха Тендерплан поможет вам получить государственный заказ. Звоните 8 800 250 31 и 8 800 250 63. Звонок бесплатный.